Международный оперный фестиваль в городе на Волге уже давно стал доброй традицией. В этом году он пройдет в Чувашском государственном театре оперы и балета с 28 октября по 6 ноября. Событие пройдет в рамках Года выдающихся земляков Чувашии. В этом году программа сконцентрирована на том, чтобы познакомить зрителей не только с выдающимися исполнителями оперного искусства, но и со спектаклями ведущих театров страны. На фестиваль прибудут более 170 артистов из разных театральных коллективов. Публику ожидает долгожданная мировая премьера оперы «Сурский рубеж». История спектакля олицетворяет подвиг женщин и детей Чувашии, а также она повествует о сплоченности в борьбе с врагом. «Если мы вместе, мы великая сила, и никакой враг нам не страшен». Спектакль откроет оперный фестиваль 28 октября, а 4 ноября, в День народного единства, будет второй показ. Это проведена действительно колоссальная большая работа. Это работа в архивах, работа с экспертами, работа с музыкальным материалом, работа с архивными материалами и вообще раскрывающими подвиг детей и женщин Чувашии. Поэтому рассказать в двух словах, наверное, не получится. Мы все-таки, как говорится, надеемся, что зритель придет и увидит этот спектакль своими глазами, поскольку задача у нас в первую очередь стоит, чтобы это был спектакль семейный, чтобы на него можно было приходить с детьми, чтобы можно было увидеть его на разных площадках, потому что спектакль получается очень мобильный, и мы планируем его также показывать на других площадках не только республики, но и за пределами республики. Это действительно масштабная работа. Важен каждый момент. Мне надо было руководить хореографическим процессом, сценическим движением людей, так сказать, не танцующих. Вот. И нужно было все время искать ту грань, чтобы они двигались приближенно к, в общем, сценическим обстоятельствам, к какому-то реализму, который происходит в данный момент. При этом это бы не уходило в какую-то пантомиму, в какие-то бытовые сцены. Вот. Также в спектакле есть немножко такие околотанцевальные сцены, вот с ними тоже надо было работать. И держать вот все время этот баланс между тем, чтобы люди не пытались именно заставлять себя танцевать в спектакле, потому что у них нет такой задачи, но при этом выглядели и двигались сценично. Сюжет строится вокруг реальных событий 1941-1942 года, когда на территории Чувашии в глубоком тылу шли работы по строительству оборонительных рубежей. На случай, если враг прорвет оборону, займет Москву и двинется дальше на восток. Трагические события времен Великой Отечественной переплетены с фольклорной линией, чувашскими легендами, их тайнами и героями. Приглашаю вас на премьеру нашей оперы, которая вовсе не про 41 и 42 год. Она про нас, про людей, которые умеют жить, умеют любить, умеют дружить, могут и предать. Это вечные темы, и поэтому, мне кажется, это всегда интересно и всегда созвучно современности. Еще одна премьера – возрождение оперы Ипполитова-Иванова «Ася» на сцене театра оперы и балета. Отличной новостью для юной театральной публики станет специальный проект «День открытых дверей». Для ребят будет проведена бесплатная экскурсия по закулисью театра в сопровождении призрака оперы. Гала-концерт станет финальным аккордом фестиваля. Публику ждут яркие и интересные номера из репертуара театра, обрамленные звездами столичной сцены. Мы заблаговременно разговаривали с каждым коллективом, которого мы хотели пригласить сюда. Конечно же, это большой, трудный процесс, чтобы все это со всеми переговорить, чтобы у всех были удобные даты, чтобы все смогли в полном составе приехать, поскольку приезжает более 170 артистов, и это будут и музыканты, это будут и актеры, и артисты-вокалисты, и режиссеры. Это все у нас в течение 7 дней будет здесь, на нашей сцене. Так что театр приглашает зрителей на этот праздник музыки и волшебства. Музыка помогает погрузиться в атмосферу сказки ребятам и взрослым. Также стоит напомнить, что молодые зрители от 14 до 22 лет могут посетить постановки по Пушкинской карте.